Мы все патриотически настроены и действительно все готовы поддержать, чтобы обеспечить безопасность страны и освободить вообще-то и Украину в том числе, и защитить русский народ на Украине от геноцида, от фашистов, от вообще той антинародной политики, геноцида, которая сегодня там развернулась. Страшные вещи происходят. Но вот есть же вопросы, которые нужно решать очень быстро. История нам дает очень многие примеры, ну, даже взять от наших врагов. Когда ставили задачу развалить СССР, именно стереть с карты мира, то даже премьер-министр Тэтчер, она национализировала угольную промышленность, чтобы повысить, значит, перечисление в бюджет Британии. И она обратилась конкретно: если вы хотите завоевать Россию, делитесь половину, отдавайте своих доходов, значит, на эти цели. У нас сегодня нужно принимать решения, которые могли бы удвоить бюджет Российской Федерации. Это немедленно ввести прогрессивную шкалу налогообложения, которые могли бы удвоить бюджет. Сверхбогатые, миллиардеры у нас готовы, это необходимо меры принять, уже и нужно это принять. Почему-то затягиваем это дело. Подтянем пояса, конечно, населения, но вот это, видимо, самая мера, которая даст возможность. Потом мы вообще-то, все же предвидели очень многие. Те, кто понимал, значит, будущее страны, по которому пути идет, все же понимали. Вот 23 августа 2012 года Россия после 18 лет переговоров стала 156-й страной членом ВТО. 18 лет не давали, значит, протестовали против этого, чтобы не вступали. Мы понимали же негативные, которые будут последствия. Вот некоторые из них, когда вступили, и что пошло? Угроза роста безработицы в случае, если российские предприятия не выдержат конкуренции. И происходит. Снижение импортных пошлин может привести к тому, что целый ряд товаров станет невыгодно производить в России, что и вышло. Вообще авиационную промышленность полностью ликвидировали. Снижение экспортных пошлин, от этого процесса в убытке оказывается бюджет страны. И мы, когда это вели, мы, депутаты, с вами уже говорили, что нужно разработать меры правительству вместе с нами, которые могли в какой-то степени противостоять этому у нас в республике. Прежде всего говорили о сельском хозяйстве. Провести масштабную такую конференцию с депутатами Государственной Думы, говорили, которые вот от «Единой России» были, в том числе. Планировали, но ничего не сделали. И сейчас у нас, то же самое на последние эти десятки лет, как мы немногим более 20% тратим государственной поддержки на северный завоз в арктические районы, так эта сумма осталась. А остальные, 75%, это предприниматели, и, конечно, цены совершенно другие. Мы говорили, это время все-таки, понятно, но самое главное, задача-то остается поддержать народ, население. И мы, главные вопросы, бедность. Вопросы бедности – это уменьшение населения с доходом ниже прожиточного минимума. Ничего же не произошло. Мы более того, мы говорили, что каждый год, не говорили, а принимали такое предложение, ежегодно, в конце года правительство должно делать доклад о борьбе с бедностью, о повышении уровня и качества жизни населения. Но этого у нас не происходит. И сегодня также более 170 тысяч живущих ниже прожиточного минимума. Вопросы, связанные с местным производством. И год, значит, местного производства объявляли. И ничего не произошло. Занятости там нет. Сегодня местного производства нет. Никаких там мастерских небольших, перерабатывающего производства. Нет. То же самое не выполняем. Даже те вопросы, которые можно было у себя решать в республике, это у нас не происходит. Транспортная доступность. Но тоже действительно вопросы, которые связаны с казенным предприятием «Аэропорты Севера», я считаю, вот здесь Государственное собрание
могли бы с Государственной Думой поговорить, чтобы правительство Российской Федерации выполняло свою задачу, которая ставилась: 70% бюджетное финансирование аэропорта Севера, 30% только зарабатывать. Сегодня 70% они зарабатывают, самые высокие за взлет-посадки тарифы, и 30% только бюджетное финансирование. Но это задача по плечу, и правильно нас вообще-то критикуете правительство вот здесь в плане, это здесь, я думаю, что это мы должны поработать в этом направлении. Ну и вопросы, также транспортная доступность осталась, цена тарифов практически не снижается. Вопросы в бюджете не смогли мы найти и выполнить задачу президента Российской Федерации о первичном звене здравоохранения, первичное звено здравоохранения. Ну, вот взять лекарственное обеспечение. Если лекарственное обеспечение льготной категории, у нас Министерство здравоохранения отвечает, там все нормально. А то, что остальное население, аптеки прекратились. Значит, у нас предприятие Саха-фармация сегодня не выполняет свои обязанности. Они должны получать прибыль ежегодно, скажем, вот за последний год, 25 миллионов рублей. Куда? Они должны открывать аптеки у себя, значит, в арктических районах. Но, тем не менее, за это время только 3 открыли. Сегодня дали право больницам открывать тоже лицензии на обеспечение лекарствами. Тоже они это не могут сделать, потому что нет оборотных средств. Поэтому многие вопросы, которые мы обязаны были решать по отношению к качеству и улучшению уровня жизни, мы сегодня не выполняем. Спасибо. Уважаемые коллеги из правительства, в стенах парламента надо вести себя подобающим образом. Не лежать,